Инсулиновая помпа, чтобы жить. У Айсена Дьяконова сахарный диабет. Ежедневно ему делают уколы, пропустить которые значит попасть в реанимацию. В таком режиме мальчик живет уже 4 года. Однако, несмотря на свой недуг, Айсен продолжает радоваться жизни. О недетском мужестве и силе воли 13-летнего мальчика расскажет Рудольф Сахаров. Уколы инсулина 5 раз в день и постоянный контроль. Диагноз, перевернувший жизнь Айсена, врачи поставили 4 года назад. Болезнь протекает крайне тяжело. Из-за сильных скачков сахара мальчик уже несколько раз оказывался в реанимации в состоянии близком к коме. Однако Айсен старается не обращать внимания на невзгоды. Совсем недавно он ездил на Олимпиаду в Сочи. В Сочи мы провели 7 дней. Мне очень понравилось. Было интересно наблюдать за соревнованиями. Долго летели на самолете. По словам врачей, сахарный диабет – это другой образ жизни. Но какой ценой он дается 13-летнему Айсену Дьяконову, знает только его мама. Дома она постоянно следит за регулярностью терапии и старается сделать все для того, чтобы ее сын был счастлив. Я живу ради своего сына. Специально для того, чтобы быть рядом с ним, я устроилась работать в эндокринологическое отделение медцентра. Сегодня мальчик отлично учится и никогда не жалуется на свою болезнь. У него есть мечта. Он хочет стать учителем. Стабилизировать состояние Айсена и ввести его в полноценный образ жизни поможет установка инсулиновой помпы. Она избавит мальчика от ежедневной необходимости самостоятельно делать себе уколы. Ребенок в день получает по 5-4 инъекции инсулина. Это получается в месяц где-то 150 уколов. Сейчас пошла альтернатива инсулинотерапии – это инсулиновые помпы. В чем различие инсулиновой помпы? Инсулиновая помпа, значит, тоже ставится игла подкожно, но и ставится один раз в 3 дня. Это одна иголка, то есть в месяц это будет где-то 10 уколов, вместо 150 уколов получается, да. Ребенок с помпой может и играть, и бегать, в принципе, помпа ему вот в этом плане как бы не мешает. На инсулиновую помпу необходимо собрать 200 тысяч рублей. Эту сумму семье Айсена взять просто неоткуда. Сегодня в сборе денежных средств семье Дьяконовых помогает Русфонд. По условиям нашего фонда мы должны приобрести помпу мальчику в течение 100 дней со дня публикации на сайте. А публикация у нас была уже в середине месяца, июля. Да, осенью мальчик уже получит помпу. Для того, чтобы помочь Айсену, необходимо зайти на сайт, который вы видите на своих экранах. Здесь можно выбрать любой удобный для вас способ оплаты лечения. Также можно отправить СМС со словом «Дети» на номер 5541 для того, чтобы помочь мальчику вернуться к нормальной жизни. Рудольф Сахаров, Василий Слепцов. Новости столицы.